О Лизе пели песни, снимали фильмы и знают ее в республике практически все. Девушка, несмотря на то, что с детства не ходит, ведет активную жизнь. И за что бы ни взялась, у нее это отлично получается. Фотограф, телеведущая, руководитель учебного центра. Но жизнь ее не всегда бурлила. Все детство она провела в больницах. Болезни, операции и в итоге заключение врачей. Девочка никогда не сможет ходить. Она, как и многие дети с особенностями здоровья, была вынуждена сидеть в 4 стенах. Никакой школы, друзей, что уж говорить о развлечениях. Уже в подростковом возрасте Лиза начала выходить в свет. А позже, узнав, что десятки ребят-инвалидов также закрыты от общества, девушка решила, что нужно открывать специализированную школу. И в этом ей помог Северокавказский форум «Машук». Именно с Машука началась моя история. Это был первый мой проект, который я, в принципе, и выиграла. И с тех пор началась реализация. Это очень хорошая возможность для ребят, во-первых, помочь своему региону, потому что это действительно очень весомый вклад. Важно очень взять действительно актуальную проблему и помогать ребятам, молодежи и, конечно, реализовать себя, потому что, круче возможностей, по мне, таких таковых нет. И, конечно, да, не так легко все дается, но самое главное на Машуке, как говорят, если у тебя есть идея, дальше тебе помогут. В 2013-м на Машуке ее проект, направленный на интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, вошел в список победителей. Лиза получила свой первый грант – 200 тысяч рублей. Это была первая интеграционная школа искусств в Ингушетии. Они ютились в одном кабинете. Детей здесь обучали компьютерным навыкам, вокалу, лепке из пластилина. Главная задача – раскрепостить детей. Я всю Москву объездила, наверное. Искала ей приют, не от того, что она мне не нужна, а от того, что после меня с кем-то она дружила. Я словами даже не могу передать, как она готовится к этому. В доме все знают уже, что она в школу собирается, хотя она объяснить не может. Радуется очень, для меня это главное. Через некоторое время из-за финансовых и организационных трудностей эту школу пришлось закрыть. Но девушка не сдалась, взяла новые направления, улучшила образовательную программу школы и стала ежегодно участвовать в Машуке. Ее проекты побеждали 5 лет подряд. Сегодня она руководитель уже большого центра «Другой взгляд». Обучают здесь детей как здоровых, так и особенных. Есть направления и для взрослых. На сегодняшний день у нас раннее развитие, психолог-дефектолог, клинический психолог. И этими направлениями действительно я очень сильно горжусь, потому что именно данные специалисты приносят нам действительно очень хорошие, весомые результаты, помогая особенным деткам. Также у нас есть арабский язык, есть ингушский язык, подготовка к школе, репетиторство, продленка, шахматы, творческая мастерская. И ты знаешь, что у нас хорошо, в чем плюс нашего центра? В том, что ты просто отдаешь ребеночка после школы, и все, ты про него забываешь вплоть до конца рабочего дня. К своему детищу девушка относится серьезно. Лиза уверена, результаты работы преподавателей – это ее лицо и репутация. Самые главные судьи – это родители, которые чаще дают положительную оценку. В учебный центр Лизы Евлоевой мы хотели попасть давно, еще и со старшим мальчиком, у нас не получилось. Вот с девочкой уже решила, точно пойдем. Ходим где-то примерно месяц, наверное, 5-6 занятий. Но очень довольна, потому что девочка моя уже за эти 5-6 занятий начала читать, складывает буквы. Все ее хвалят, и руководители, и дома все заметили, как хорошо она читает. Из всех проектов, которые девушка выиграла, нереализованным пока остается один. Это автошкола для людей с инвалидностью. Но и это направление она обещает скоро запустить. Пока у Лизы Евлоевой в приоритете еще один немаловажный проект. Это 2 доченьки, младшей из которых всего 3 месяца. Зарима Евлоева, Адам Далаков, Новости 24.